Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. На совещании председателя правительства Андрея Тарасенко и Министерства сельского хозяйства республики обсудили ситуацию с кормозаготовкой. Якутские энергетики завершают ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону. Расскажем об этом подробнее. В Московской области параллельно с форумом «Армия-2021» проходят и 7-е международные армейские игры. Якутский национальный вид спорта также украсил спортивную часть армии. Наш выпуск продолжает брифинг Оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. На этот час, на этот вечер на территории республики действует 46 пожаров. Из них тушатся 15, локализовано 6, ликвидировано 4. Вновь обнаруженных пожаров за день не обнаружено. На этих пожарах работает 1270 человек, 136 единиц техники. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава привлекались 5 воздушных судов. Работа по тушению лесных пожаров продолжается в 8 районах. Это Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Мирнинский, Тампонский, Усмайский и Чурапчинский. Угроз населенных пунктов и объектам экономики не отмечается. Также хочу отметить, что в связи со стабилизацией обстановки лесопожарных ситуаций режим работы штаба переходит на однодневный, то есть один раз в день. И сегодня же на станции Нижний Бестях прибыло дополнительно 4 единицы техники инженерных войск Министерства обороны. И они будут работать в Заречных Улусах, в частности в Чурапчинском районе. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем выпуск новостей. Всего за пожароопасный сезон в Амгинском районе было зарегистрировано 15 пожаров. В данное время в районе действует один лесной пожар в зоне контроля, площадь которого около 4000 гектаров. Возгорание не представляет угрозы населенным пунктам и объектам экономики. Второй пожар, где происходит основное горение, находится в урочище Нуотара, в верховьях ручья Нылымчах. Этот пожар перешел с территории Усмайского района. На данный момент ежедневно проводится мониторинг динамики образования и распространения лесных пожаров. Проводится авиапатрулирование. Все пожары находятся в зоне контроля. Ситуацию с кормозаготовкой в Якутии обсудили на совещании председателя правительства Андрея Тарасенко и Министерства сельского хозяйства республики. Так, на сегодняшний день по республике скошено более 308 тысяч гектаров сенокосных угодий. При этом в прошлом году на соответствующий период было скошено более 358 тысяч. Для восполнения нехватки сена администрации районов организовали работу мобильных бригад на отдаленных сенокосных угодьях, где объем заготовок составит 39 тысяч тонн. Также бригады работают и за пределами республики, в Амурской области, откуда также будут закуплены недостающие по плану корма. Самое главное, конечно, это вот мы всю цепочку, логистику выстраиваем, начиная от финансирования и кончая даже провоза по, так как этот не габарит получается, надо выполнить все вот эти в МВД правила по перевозке и так далее. В Якутии дали старт масштабному проекту «Чистая Арктика». Первой площадкой очистки в республике стал поселок Тикси Булунского района. Сегодня в поселке объявлен масштабный субботник, в котором принимают участие военнослужащие, волонтеры, местные жители, представители и партнеры проекта «Чистая Арктика», Министерство по развитию Арктики, а также экологии и природопользования. Первая локация очистки стал берег бухты моря Лаптевых. Общими силами за один день собрано около 60 тонн металла и древесины. К движению волонтеров Всероссийского студенческого корпуса спасателей присоединились и местная молодежь. Совместно ребята продолжат сбор отходов до 3 сентября. Собранный металл уже отгружается на баржу, затем водным путем металл будет отправлен в Нижний Бестях. Оттуда железной дорогой транспортирован в металлургический завод. Полностью очистить поселок Тикси от металлолома и нежилых объектов планируется до 2024 года. Якутские энергетики завершают ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону. Так, большая работа в этом году была проделана по замене и ремонту квартальных и магистральных сетей.
Также большая работа по ним была проделана на участке улицы Хабарова. Здесь заменили 400 метров труб. По словам специалистов, с этого года Якутская ТЭЦ начала отвечать и за контроль подготовки оборудования теплопотребляющих установок потребителей. Простыми словами, проверяет управляющие компании на предмет готовности к отопительному сезону. Эта работа активно идет и подходит к завершающей стадии. На сегодня 52% домов получили акты готовности к отопительному сезону. Мы производим замену 16 километров тепловых сетей и находимся сейчас в завершающей стадии. По квартальным сетям работы выполнены уже на 95%. И с 25 по 31 число августа мы приступаем к заполнению уже всех сетей для того, чтобы с началом отопительного сезона обеспечить циркуляцию. В селе Актемцы Хангаласского улуса идет подготовка к торжественному открытию школы-сада. Напомню, строительство объекта началось в 2019 году. Это первое в районе образовательное учреждение, в котором совместили школу и детский сад. Школа-сад распахнет свои двери с предстоящего учебного года, а пока завершаются подготовительные работы. Внутри здания идут лакокрасочные работы, сбор и установка мебели. Снаружи также лакокрасочные работы, монтаж детских площадок и установка ограждений для них, уборка территории, посадка цветов и деревьев. Стоит отметить, что немалую помощь в благоустройстве прилегающих территорий нового здания оказали выпускники Актемской школы разных лет. В данное время нам помогли 8 выпускников и 3 выпуска. Собрали более 2 миллионов рублей. На эти средства мы заказали ограждение для детской площадки на сумму 600 тысяч рублей для безопасности детей. И потом на 500 тысяч мы заказали большую стеллу с названием Актемской школы. А также мы закупили оборудование для ландшафтного дизайна. Это поливочные установки и газонокосилку. Благодаря нашим выпускникам, меценатам, мы уже практически готовы к встрече с детьми. Строительство новой каменной школы в селе Кюндядя Нюрбинского района идет по положенному графику. Муниципальный контракт на строительство школы на 176 учащихся со сроком ввода на 2022 год был подписан еще в прошлом году. В 2020 году было профинансировано 24 миллиона рублей, из них 21 миллион за счет инвестиционной программы республики и 3 миллиона за счет бюджета района. В этом году средства местного и регионального бюджета ожидаются при уточнении инвестиционной программы республики по итогам 9 месяцев. В настоящее время в районе ведутся работы по кладке стен второго этажа, завершены работы по вертикальной планировке и монтаж пожарных резервуаров. Генеральным подрядчиком является общество с ограниченной ответственностью и региональное развитие. В этом году планируем завершить коробку здания с кровлей. И вот объект планируется в 2022 году. В Якутии завершается подготовка к выборам депутатов в Государственную Думу. Так, обучение членов избирательной комиссии стартовало еще в июне этого года в дистанционном формате. Кроме того, в июле обучение прошли члены территориальных комиссий, это около 295 человек. По результатам специалисты получили сертификат, за исключением тех, кто находится в отдаленных и труднодоступных районах с плохой интернет-связью. Таким образом, обучение прошли более 90% членов избирательных комиссий. Тем временем в очном формате обучение прошли председатели ТИК и бухгалтеров. Между тем, выборы депутатов в Государственную Думу пройдет в течение 3 дней с 17 по 19 сентября этого года. Сохраняется и возможность голосования на дому. Наши члены комиссии, конечно, обучаются процедуре проведения голосования в течение 3 дней. Ну и кроме того, ЦИК России еще 11 августа презентовала использование интерактивного рабочего блокнота. Это такой, скажем так, уникальный продукт электронный, который содержит все практические нормы, которые будут использовать члены участковой комиссии при проведении голосования.
В Московской области параллельно с форумом «Армия-2021» проходят и 7-е международные армейские игры. Более 280 команд из 43 государств демонстрируют свое мастерство в соревнованиях летного экипажа, в первенстве водолазов и судов и, конечно, в самом зрелищном танковом биатлоне. Якутский национальный вид спорта также украсил спортивную часть армии. Какой именно, смотрите в материале Айсены Бурнашовой. Армейские международные игры как военное искусство. Всего 34 конкурса. Динамическая программа с авиацией проходит в небе над Кубинкой. Водный и сухопутный кластер развернулся в полигоне Алабино. И здесь боеприпасы, словно спортивные снаряды. Подрев двигателей и грохот выстрелов. Многотонные Т-72 дали старт самому захватывающему танковому биатлону. Боевую стрельбу зенитного пулемета «Корт» калибром 12. На международных армейских играх борьба буквально идет во всех стихиях. В воздухе, в воде и на земле. Между тем, продемонстрировать свою боевую закалку можно и на помосте в парке «Патриот». Впервые презентован масс-рестлинг. Любой желающий может выйти на помост и перетянуть палку на свою сторону. С правилами и основными приемами масс-рестлинга здесь знакомят военнослужащие. Сергей Буренок впервые узнал об этом виде спорта 2 года назад. Участвовал в войсковых соревнованиях, занимал первые места. Сегодня он в роли наставника. Чек! Спина очень сильно надрывается, надо очень постараться. Где-то пройти, где-то вытянуть, где-то пристать, где-то присесть. Очень тяжело. А так всему учатся. Будем дальше куда-нибудь ездить, там учиться чему-нибудь. Пытаться что-нибудь сделать, может где-нибудь выиграть. Изначально якутский национальный вид спорта – масс-рестлинг. Простой и зрелищный, он объединяет спортсменов из 8 федеральных округов России и более чем 50 стран мира. Развивая силу и ловкость, прокачивая руки, ноги и спину, перетягивание палки тренируют и волю к победе. В парке «Патриот» площадка масс-рестлинга будет открыта 2 недели. При этом организаторы уже говорят о перспективах этого вида спорта в армии. Ведь физическая подготовка – это прежде всего залог боеспособности. Можно применять как бы для развития военнослужащих, для развития физических качеств. А масс-рестлинг, как и перетягивание канат, и как арм-рестлинг, так же как военнослужащие в составе подразделения выступают, также военнослужащие индивидуально друг с другом могут помериться силами, применяя этот вид спорта. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Кубинка, Московская область. Закончим наш выпуск новостями о погоде. Мокрый снег прогнозируют в северо-восточной части республики 28 августа. 27 августа в Нижнеленских районах по Верхоянию, днем местами в центральных районах ожидается ветер до 15-17 метров в секунду. 28 августа на северо-востоке местами мокрый снег. Ветер в большинстве районов порывистый до 9-14 метров в секунду. На побережье Арктики днем по Нижней Лени возможны порывы до 15-20 метров в секунду. Кроме того, в пониженных местах в центральных районах и на юге температура воздуха опустится до -1, -3 градусов. Ожидаются заморозки. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.